Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. 22-23 сентября в Якутске Общественная палата республики проведет ежегодный гражданский форум «Современные реалии. Время действовать». Какие цели ставит предстоящий форум, кто в нем примет участие? Поговорим об этом с гостьей студии Валентиной Кириллиной, заместителем председателя Общественной палаты республики. Валентина Ивановна, здравствуйте! Добрый день! В прошлом году форум был посвящен Году здоровья, и по итогам форума была принята резолюция. Скажите, какие предложения гражданского форума прошлого года также претворены в жизнь? Такая актуальная тема подготовки и проведения гражданского форума ежегодного в нашей республике, она, конечно, очень интересна. В прошлом году гражданский форум был проведен по теме «Здоровый якутянин. Здоровое общество». И, конечно же, было посвящено Году здоровья в Республике Саха-Якутия. И если взять вот то, что вот лежит наверху, что вот сегодня каждый житель республики на себе ощущает, хочу сказать о том, что хотя бы возьмем пример создания Центра общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Республики Саха-Якутия. И мы все видим, насколько на сегодняшний день открытость учреждений здравоохранения и вообще вопросы формирования здорового образа жизни стали активными, открытыми, и даже вот занятия физической культурой и спортом, открытость всех спортивных сооружений и так далее, это тоже результат того диалога, который в прошлом году был проведен. Ну и, конечно же, то, что, скажем, уже сегодня в 14 муниципальных образованиях уже разработаны программы укрепления общественного здоровья, тоже говорит о многом. Ну и, конечно же, то, что постоянно проводится работа с нами, жителями республики, о формировании собственного здоровья, о бережном отношении, тоже это большая работа. Ну, конечно, это то, что лежит наверху. А то, что было обращено и органам исполнительной муниципальной власти, и к общественным объединениям, они, конечно, реализуются, и они уже приняты к реализации. Чем продиктована тематика предстоящего форума? Ведь он называется «Современные реалии. Время действовать». Кто станет участником? Ну, разумеется, каждый гражданский форум действительно отражает те актуальные вопросы, которые имеются в жизни республики. И если взять, вот, например, и тему, которую мы уже затронули, да, прошлого года, «Здоровый якутянин. Здоровое общество», да, и до этого форум был посвящен также в 2020 году, мы все знаем, в каких сложных условиях это было проведено. Тогда был проведен межрегиональный онлайн-форум, как раз посвященный будущему России. И вот если даже взять вот результаты, то есть то, что было принято там, и то, что мы сегодня вот в своей ежедневной жизни видим и соприкасаемся, это хотя бы вот 1 сентября. Да? Для нас это очень радостный, важный день в жизни каждой семьи, каждого ребенка, не только ребенка, конечно, всех нас. И то, что вот сейчас везде звучит гимн и поднимаются флаги Российской Федерации и Республики Саха-Якутия, это тоже результат того диалога, который проходил там. Но и в этом году, конечно же, тема, как вы сказали, современные реалии, время действовать, действительно время действовать. То есть это диалог представителей некоммерческого центра, некоммерческих организаций и, конечно, органов исполнительной власти и муниципальной власти, и бизнеса. Сегодня мы будем говорить о том, чем мы сегодня все вместе должны заниматься и взаимодействовать. Работа нынешнего гражданского форума будет организована по 5 направлениям, то есть актуальным вопросам. Это, во-первых, вопросы крепкой семьи. Конечно же, если крепкая семья, и будет общество крепким. Ну и, конечно же, тот вклад, который мы будем вносить в развитие нашего государства и общества, оно будет намного эффективнее. Ну, вторая площадка. В этом году еще хочу сказать о том, что наш гражданский форум посвящен столетию образования Якутской ССР и Году матери в Республике Саха-Якутия. И потому вот вторая площадка наша – это жизненная ситуация «Мама». Но мы сразу понимаем, чему будет посвящена эта площадка. Ну и третья площадка – это тоже один из
главных направлений общественных организаций, вообще Общественной палаты Республики Саха-Якутия, это о перспективах развития общественного контроля в Республике Саха-Якутия. Мы сегодня знаем, что в органах исполнительной власти созданы общественные советы, при муниципальных образованиях также созданы общественные советы, и насколько мы, граждане, принимаем участие в этой работе для того, чтобы вместе решать многие актуальные вопросы. И кроме того, конечно же, мы последние годы, особенно в этом году, много говорим о патриотическом воспитании. И потому одним из актуальных направлений нашей работы будет дискуссионная площадка об опыте работы по патриотическому воспитанию в общественных объединениях, учреждениях образования, культуры. И я очень надеюсь, что на этой площадке будет идти, конечно, очень заинтересованный разговор с участием многих жителей нашей республики. И последняя, 5-я площадка – экология, социальная политика и корпоративное управление. Кроме этого, будут проведены семинар-практикум и мастер-класс по социальному проектированию. И, конечно же, это будет пленарное итоговое заседание, на котором мы подведем итоги работы всех 5 переговорных площадок, обменяемся мнением и, конечно же, примем заключительный документ, резолюцию, о котором, может быть, и в будущем году вы будете спрашивать о том, что именно реализовано. Валентина Ивановна, вы так рассказали очень красочно о всех 5 площадках, которые будут. Сразу возникает вопрос, каков основной формат проведения нынешнего форума? Ну, основной формат, это, конечно, это открытый диалог, и, конечно же, это будет проходить конкретно не только, скажем, в офлайн формате, да, но и онлайн. То есть все, кто хотел бы принять участие, высказать свои идеи, выдвинуть свои инициативы, внести предложения, они смогут иметь возможность принять участие на нашем гражданском форуме и, конечно, быть активными участниками. И все 5 наших площадок будут, конечно, проходить в различных местах. Это будет и сам общественный центр, который располагается по улице Курашова, 24. Это и будет точка кипения, это будет и зал Дома правительства номер 2 и так далее, и так далее. То есть вся информация размещена на сайте Общественной палаты Республики Саха-Якутия и Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям. Ну и также будет, конечно, идти по телевидению ролик о том, что будет проходить гражданский форум. То есть для каждого заинтересованного и желающего информация будет доступна. Ну, на каждый форум, который имеет такие масштабы, обычно принято, что приезжают гости, как правило, федеральные эксперты. Скажите, а в этот раз кто планирует приехать в Якутск? Ну, в принципе, да, рабочие моменты сейчас решаются. И конкретно, конечно, сказать о том, что тот или иной эксперт приедет, конечно, сложновато, но тем не менее с Общественной палаты всегда принимают участие на наших гражданских форумах. Ну и по всем этим 5 площадкам обязательно будут федеральные эксперты, и будут и спикеры, которые будут к нам подключаться и с нами разговаривать. Ну и, конечно же, наш Дальневосточный федеральный округ, наши соседи, наши коллеги также будут принимать участие. На ваш взгляд, какова сейчас роль гражданского общества в современной жизни? Я думаю, роль очень высока, потому что действительно, наши проводимые и в нашей республике гражданские форумы и те форумы сообщества, которые проводит Общественная палата Российской Федерации, на сегодняшний день предоставляет возможность органам власти услышать народ, то есть население и страны, и республики, для того, чтобы действительно решать те важнейшие вопросы, которые сегодня необходимы для улучшения жизни жителей нашей страны и нашей республики. И потому наша общественная деятельность, она очень важна. И я думаю, что, не думаю, а вообще считаю, что в нашей республике деятельности общественных организаций, активных граждан уделяется очень большое внимание. Даже один факт того, что после проведения в 2017 году гражданского форума «От диалога к сотрудничеству»
глава Республики Саха-Якутия Егор Афанасьевич Борисов тогда учредил День гражданского активиста. То есть действительно вот даже вот это показывает, насколько на сегодняшний день важна вот деятельность общественности для того, чтобы внести свой вклад вот в улучшение жизни жителей республики, вообще в социально-экономическое развитие нашей страны. А в целом я считаю, что то, что многие годы общественной деятельностью занимаются вот жители нашей республики, это очень важно. И сейчас это обретает наиболее высокую актуальность. Я призываю всех, вот, кто слушает сегодня нашу передачу, чтобы они приобщились к нашему гражданскому форуму, подготовили бы свои идеи, инициативы, предложения, чтобы действительно реально потом была бы разработана резолюция, отражающая чаяние жителей республики. А вы можете выделить конкретно какие-либо общественные организации, которые наиболее активно заявляют о себе и не только заявляют, но потом претворяют в жизнь те идеи, которые были высказаны? Но, в принципе, в нашей республике более 2000 общественных объединений, которые на сегодняшний день зарегистрированы. И, конечно, та поддержка, которая оказывается органами власти, руководством нашей республики, развитию гражданского общества, конечно, активизирует деятельность наших общественных объединений. И сегодня сказать о том, что вот эта организация наиболее активна, она наиболее эффективна, конечно, было бы, наверное, не очень правильным, потому что многие общественные организации, которые работают, действуют в нашей республике многие годы, они, конечно, решают много вопросов. На сегодня вот создаются новые общественные объединения, и радует то, что заинтересованность наших граждан и молодежи, и людей среднего поколения, старшего поколения, они объединяются и, конечно же, решают конкретные вопросы, не только в целом массовость общественных движений, но по конкретным проектным направлениям, и это очень здорово. Я благодарю вас, Валентина Ивановна, за такую интересную беседу. С нетерпением будем ждать начала гражданского форума, который будет уже вот-вот 22-23 сентября в Якутске. Спасибо. Я очень надеюсь, что вам будет интересен гражданский форум. Ну а я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Берегите себя. До встречи.